Здравствуйте, это вечерняя смена в студии Ирина Газаева. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. На этой неделе мощный ураган обрушился на регионы Северного Кавказа. Ливни, град, шквалистый ветер прошлись по Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии. Есть, к сожалению, пострадавшие. Комиссия Министерства сельского хозяйства Северной Осетии подсчитывает ущерб, нанесенный стихией. В одном только пригородном районе, по предварительным данным, ущерб составил около 120 миллионов рублей. Это, пожалуй, главная тема нашего эфира. Но мы сегодня также поговорим и об основной – это коронавирус и этапы выхода из самоизоляции. По словам специалистов, количество зараженных в республике постепенно снижается. Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне, столичные врачи помогают местным специалистам в перепрофилировании Центра Северо-Осетинской государственной академии, а также в организации поликлиник по ведению пациентов. Сегодня в нашей студии врачи 1-й и 4-й поликлиники, сотрудник Роспотребнадзора, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Северная Осетия Алания. Добрый вечер, дорогие гости. Спасибо, что пришли к нам в студию. Казбек Русланович, давайте, насколько серьезные последствия урагана, вот по вашим наблюдениям, по каким-то цифрам вашим? 3 июня вследствие прохождения комплекса неблагоприятных метеоусловий, это шквалистый ветер, дождь, град, произошли, в городе Беслане. Основной удар пришелся именно на центр города Беслана. Очень много поваленных деревьев, очень много крыш, которые или частично, или полностью разрушены. 2 суток уже работают, 2 дня, группировка. Но крыши – это и такие жилые дома, Да, и социальные объекты. это и жилые дома, многоквартирные дома, также и частные дома, также и на социально значимых объектах тоже есть разрушение крыш. 2 суток работаем. Вчера была собрана группировка более 300 человек и больше 70 единиц техники. Основные усилия группировки вчера были направлены на восстановление основных электросетей. Да, но сегодня, по-моему, света еще нет до сих пор. Вчера частично восстановили энергоснабжение, и вчера же все социально значимые объекты были уже подключены к электроснабжению. Также вчера была подана вода уже. Так, хорошо. Вот по Беслану, да, вот я имею в виду, что в Беслане, по-моему, света нет сегодня еще. До сих пор нету, да. Частично в районах нету. То бишь, тоже частично? Да, на сегодняшний момент уже 85% потребителей Беслана уже подключены к энергоснабжению. Спасибо большое. Но вот в соцсетях распространяется видео, конечно, такое очень неприятное, потоп буквально в медцентре города Беслан. Я предлагаю, мы сейчас можем связаться с Роланом Ахсарбековичем Уртаевым. Добрый вечер, Ролан Ахсарбекович, как нас слышите? Добрый вечер, студия, слышу вас отлично и вижу тоже. Ну вот мы видели эти кадры, сейчас попрошу режиссера тоже показать, буквально затопило больницу. Почему так произошло? Спешу вас успокоить, мы на месте работаем, все у нас более-менее нормально, а потоп этот был в помещениях административного нашего, так скажем, корпуса. Почему? Потому что стихия произошла, шквалистый ветер. Но это кровля просто, да, наверное, кровлю снесло. Кровлю, да, частично была повреждена кровля над нашим трехэтажным административным корпусом, и в связи с этим залило нам тут, административные помещения, там, где находятся кабинеты главврача, заместителей, бухгалтерия, отдел кадров. К сожалению, помещения пострадали. Но ничего критичного не произошло. Лечебный корпус наш отделался тем, что ветер вырвал буквально с корнем окна, фрамуги, не открывающиеся фрамуги, их просто вынесло.
Это были помещения не служебные, так скажем, и в это время там люди уже не работали, никого не было. Поэтому пострадала мебель, оргтехника, какие-то вещи. Ну, в целом, тяжелая наша техника, и больные, и персонал, слава богу, никто не пострадал. Вчера, значит, мы своими силами как-то по временной схеме залатали крышу, чтобы погода не очень хорошая, ожидаются дожди, чтобы нас не заливало. Но нашу крышу, по-видимому, ждет капитальный ремонт. Мы будем обращаться к своему руководству, в федеральное министерство, с просьбой оказать нам помощь, выделить деньги на капремонт крыши. Вот, по окнам, которые нам вырвало вчера, уже оперативно, в тот же вечер глава республики позвонил, поинтересовался, чем нам помочь. Вот, и оперативно вчера утром прибыли представители Министерства строительства республики, оценили состояние крыши, пригласили фирму, которая замерила наши потери по окнам, и завтра днем уже эти окна будут вставлены очень оперативно. Поэтому работа в центре продолжается, ни один больной и сотрудник не пострадал. Спасибо. Ну, с кровлей, наверное, нужно как-то поторопиться, потому что дожди, мне кажется, еще эту неделю могут тоже нас порадовать. Да, вот мы, готовя документы для федерального министерства, попросили справку у гидрометеорологической службы, и они нам пишут, что порывы ветра достигали 32 метров в секунду, шквалистый ветер, вот такой ливень и град диаметром до сантиметра. Почему говорю порадовать дожди? Потому что в этот период именно у нас самоизоляция, и все хорошо. Ролан Ахсарбекович, больницу должны перепрофилировать для больных с коронавирусом. Вот уточните эту информацию. Это так? Подтвердите ее. Нет, об этом речи нет. Речи? Не знаю, такая информация. Наоборот, все это время мы выполняли многие те функции по экстренной службе, которые были переданы нам от КБСП и от РКБ. Но вот московские специалисты, они приезжали в клинику, как-то общались? Нет, они приехали конкретно по, значит, работа с больными COVID, поэтому они посещают и помогают в тех клиниках, где лечатся именно больные с ковидом. К нам эти больные поступают поскольку мы как бы скорая помощь привозит к нам больных, и его там на этапе госпитализации, когда срочная какая-то помощь нужна, не отсортируешь, да, это ковидный больной или нет. Мы стараемся это делать, но не всегда удается в первые сутки установить это. Мы оказываем больному помощь, а потом уже, если выявляется, что это больной с двусторонней пневмонией, предположим, мы переводим его в одну из клиник специализированных, так скажем. Спасибо большое, спасибо, что сегодня были с нами на связи. Удачи вам, спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Всего хорошего. Ну вот чуть-чуть хочется здесь тоже подробнее поговорить о районах. В каких районах ведется особенно вот работа сейчас усилена? Это и правобережный район, и... Именно в правобережном районе, да, ведется основная работа. Помимо вчерашней работы, сегодня уже была осуществлена работа именно по заявкам жителей. А много заявок? Ну, сегодня было отработано более 50 заявок. То бишь это упавшие деревья на дома, на хозпостройки и так далее, то бишь потопленные подвалы были, тоже откачивали воду, но основное вот потопление у нас произошло в селении Фарн. Вот. Но вчера весь поселок был очищен, заявки все отработаны, и потопленных домов у нас уже вчера не было. Спасибо большое. Вот у нас на связи, спрошу режиссеров, есть ли у нас по скайпу заместитель главы администрации. Нет, его еще тогда продолжим. Роспотребнадзор. Я предлагаю перейти к нашим цифрам, что сегодня, какая ситуация в республике. Хорошо. Ну, за прошедшие сутки у нас подтверждено еще 44 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего за весь период зарегистрирован 3241 случай заболевания среди жителей республики. По-прежнему у нас 58 летальных исходов.
Выздоровели на сегодняшний день 2686 человек, и остальные у нас находятся или в стационарах на лечении, или дома на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением. Вот констатировала ВОЗ, смертность от ковид не является показателем системы здравоохранения. Показателем работы является процент выздоровевших. И вот вы в последнее время тоже делаете акцент на этой цифре. Ну, получается, знаете, по числу выздоровевших лидирует у нас Дагестан, там 82%, и Северная Осетия – это 80%. Вот эти показатели от чего зависят? Потому что, ну, мы помним, что Дагестан все-таки и фильмы снимали о том, как там все плохо, сколько заболевших, инфицированных очень много. Сейчас вот как-то по-другому все, ветер подул. Статистика, да? Ну, процент выздоровевших, наверное, зависит от состояния больных, от степени тяжести состояния этих больных. То есть в основном, конечно, выздоравливают больные с средней тяжестью, с легким течением. Но, к сожалению, летальные исходы наблюдаются среди больных с тяжелым течением, которые попадают уже на искусственную вентиляцию легких. Вот очень часто мы говорим о том, что в больницу попадают уже с тяжелым течением. И ну, врачи больниц связывают это с самолечением. Я хочу обратиться сейчас к врачам поликлиник. Как здесь обстоят дела? Часто ли обращаются к вам за помощью? И как сегодня работают врачи-терапевты? Ну, в связи с новой коронавирусной инфекцией, разумеется, работа лечебных учреждений, в частности, вот поликлиник, которые я представляю, увеличилась в разы. Ну, более чем в 10 раз нагрузка на врачей возросла. И это если сравнивать какой период? Даже если сравнивать период январь месяц, или даже аналогичный период, допустим, прошлого года, или вне вот период, когда не было этой эпидемии. Значит, во-первых, связано с тем, что действительно больных стало много. Много инфицированных, много контактных. Есть больные, которые просто напуганы. Очень много фобий среди больных, потому что пациентов, они читают в соцсети, не всегда достоверная информация, не всегда может интерпретировать пациент состояние свое. Ну и, разумеется, в каждом случае ему нужна консультация врача и сейчас же, и сию минуту, чтобы обязательно только его. Вот это увеличивает нагрузку. Потом медработники, к сожалению, также болеют, как и другое население. И у нас в мае месяце, ну, поскольку основная нагрузка ложится на терапевтическую службу, я могу просто привести пример, что 1/3 наших врачей вышли из строя, медработников, но оставшиеся медработники, я думаю, все-таки с честью выполнили эту работу, и я могу это сказать. Я вполне допускаю, что есть много не очень довольных, но, тем не менее, я думаю, мы справились. Работу мы проводили в течение 12 часов, а последние 2 недели уже круглосуточно. И я думаю, что да, работы было достаточно много. Спасибо большое. Мне подсказывают, что у нас сейчас вышел на связь по скайпу Юрий Кадиев, заместитель главы администрации местного самоуправления Правобережного района. Юрий, добрый вечер. Как нас слышите? Добрый вечер. Как слышите нас? Все хорошо? Слышите, да, слышу видите? вас хорошо. Да, скажите, какая ситуация сегодня в Беслане? Как вам известно, 3 июня в результате неблагоприятных погодных условий в Правобережном районе сложилась чрезвычайная ситуация. Из-за шквалистого ветра и проливных дождей произошли многочисленные повреждения. По факту случившегося в администрации района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в работе которой принял участие председатель правительства республики Таймураз Тускаев. Он же возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. По итогам совещания было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в населенных пунктах город Беслан. И вот можно Пара. конкретнее, вот режим чрезвычайной ситуации, подробнее здесь, что в него входит, вот что это такое? Режим чрезвычайной ситуации вводится в тех случаях, когда происходит наиболее крупные разрушения
будь то от стихийных бедствий или от других катаклизмов. В данном случае это произошло в Беслане, когда произошли наиболее сильно пострадал город от ветра, где 30% кровли многоэтажных и частных домов были просто-напросто разрушены. А как помогаете? К вам сегодня наверняка уже многие обратились. Вообще, какое количество людей обратилось? И кому в первую очередь помогаете? Население, которое к нам обращается и которое пострадало от воздействия стихии, им оказывается помощь в восстановлении подачи электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, а также оказывается помощь в расчистке от поваленных деревьев домовой и придомовой территории силами сотрудников коммунальных служб и МЧС. Также в районе создана комиссия по подсчету и ущербу от стихии. От граждан принимаются заявления о причиненных разрушениях. Члены комиссии выезжают по всем обратившимся с заявлением для фиксирования причиненного ущерба. Позже будет приниматься решение об оказании помощи пострадавшим в соответствии с действующим законодательством. Скажу, что в первую очередь помощь получат одинокие, инвалиды, старики и многодетные семьи. Юрий, вот, например, дом, да, крышу снесло, там полдома буквально развалилось. Вот здесь какая помощь может быть? Опять же будет оценивать комиссия, это будет составляться акт. А в течение какого времени? Еще раз. В течение какого времени комиссия будет составлять этот акт? Ну сколько людям ждать? С новой недели мы займемся этими вопросами, так как сейчас первоочередная задача — это восстановить систему жизнеобеспечения, то есть свет, газ и вода. Есть случаи, что наверняка людям сейчас и негде жить даже. Вот у нас чуть позже будет, я попрошу режиссеров связаться с нашей жительницей Беслана. Телефонный звонок у нас. Пожалуйста, сделайте это сейчас, чтобы мы уже конкретно поговорили. То есть там от дома практически ничего не осталось. Где жить людям? Да, я догадываюсь, о каком доме вы говорите. Мы можем предложить временное убежище, также отселить на какое-то время для... Но это единственная такая вот ситуация, история? По нашим данным, да. Единственная? Да. Там дом серьезно был разрушен, крыша обвалилась. Предоставляете временное жилье? Если обратятся, предоставим. Но это жилье, это пункт временного содержания. На какое-то время мы их можем разместить в этом пункте. А вот какое время, до какого периода? Пока что? Пока сами своими силами этот дом не восстановят жильцы? Или все-таки есть тоже помощь какая-то? Помощь будет оказана в зависимости от экспертизы дома и о ремонтопригодности его. Спасибо большое, спасибо, что вышли на связь. Будем следить за работой. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Прокомментируйте, что-то вы хотели сказать. То есть вот эта экспертиза, да, сегодня у людей разрушился дом. А какая экспертиза? О чем она говорит? То есть для чего она должна быть? Тут говорится о том, что администрация создала комиссию. И вот как Кому в первую очередь Юрий обозначил, помочь? нет, там ситуация какая, значит, вот допустим, вы житель, у вас есть определенные разрушения, есть какой-то материальный ущерб. Вы подаете заявление в администрацию, комиссия, соответственно, по заявлениям адресно приходит, описывает нанесенный материальный ущерб, и далее комиссия уже рассматривает. То бишь полностью, когда соберется вся информация, и каждый случай будет индивидуально рассматриваться. Да, каждый случай будет индивидуально рассмотрен, какая помощь нужна, то бишь финансовая, может строительными материалами и так далее, и так далее. То бишь всем
индивидуально будут рассматривать. Спасибо большое. Надеюсь, что не останутся без внимания, никто не останется без внимания. Наша задача с вами, конечно, помогать нашему населению. В первую очередь сегодня нагрузка большая на здравоохранение. Не всегда жители получают помощь вовремя. Вот первая поликлиника, к вам тоже неделю назад вызвали по адресу Кутузова, могу все дать, и телефон, и адрес точный. Семья с симптомами. До сих пор врач не приходит, но мы не говорим уже о лекарствах. То есть до сих пор неделю назад вызвали врача. Почему так происходит? На самом деле, с 15 апреля по приказу Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, в котором четко было оговорено о том, какой временный перечень препаратов рекомендуем для введения пациентов на амбулаторном этапе, в зависимости от того, есть там только симптомы ОРВИ или же есть пневмония вирусной этиологии, в зависимости от степени тяжести, то есть легкая, средняя. И в соответствии с этим были сформированы комплекты медикаментов, которые начали выдавать с 20 апреля. Вот на сегодняшний момент поликлиникой выдано 490 таких пакетов. То есть, если человек позвонил, а у него Смотрите, как у нас простуда, происходит. да? Обязательно в любом случае назначение лечения проходит по рекомендации врача. Конечно, потому что сегодня мы можем все спутать, и простуда, она похожа на коронавирусную Да, инфекцию. тем более, что новая коронавирусная инфекция, она этим и отличается, тем, что это для всех не изученный до конца феномен. И до сих пор, несмотря на то, что уже есть кое-какие наработки, выходят с определенным периодом обновления. Вот так вновь 3 июня вышла 7-я уже версия временного протокола ведения таких пациентов. И о чем это говорит? О том, что даже врач должен постоянно совершенствоваться, опираясь на опыт своих коллег российских, зарубежных. Уже не говоря о том, что врач должен за этим успевать, как за этим может поспеть обыватель. И очень часто к нам обращаются пациенты, которые уже были пролечены совершенно некомпетентно сами. Вы знаете, вот на эту тему очень подробно хочу чуть позже тоже остановиться, потому что в соцсетях это кошмар творится. И все-таки почему не приехали уже в течение недели, врач? Я бы хотела даже обратиться, пользуясь случаем, ко всем нашим пациентам с симптомами ОРВИ. Пожалуйста, продублируйте свое обращение, если своевременно вам не была оказана помощь. Может быть, ввиду большого количества поступления вызовов физически как-то упустили. Пожалуйста, извините нас, обратитесь еще раз, и мы непременно вам окажем квалифицированную медицинскую помощь. Конечно, есть вопросы, и всегда они будут, но надо понимать, мы, конечно, в этой студии с первого дня предупреждали о таких ситуациях, что это очень сильная нагрузка на здравоохранение. Мы понимаем вас, но надо как-то, здесь тоже это наша работа и ваша работа, как-то нужно находить выход из этой ситуации. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Я хочу уточнить еще раз у Кабуловой. В тот раз я сказала, что 1 числа я обратилась в 7-ю поликлинику, пришла врач. До этого 29-го не смогли, потому как было очень много вызовов. Ладно, это я допускаю. 1-го пришла врач и дала какую-то бумажку, на которой написаны какие-то лекарства, что можно пить. Вот. Теперь написали на этот тест. И когда я сказала, на той передаче была как раз Кабулова, она мне сказала, что такого быть не может, чтобы 10 дней, 2 недели задерживали этот тест. Однако же вот до сих пор с 1 числа этот тест еще и не будет он так быстро, потому что я сегодня ходила в поликлинику, и там у них, правда, пачка таких этих. Ну как тогда, чем лечиться-то? Одно лекарство подходит, другое не подходит. Спросить не у кого, врач не спрашивает, наша сама болеет. Вот как быть в такой ситуации, вот что делать тогда? Спасибо большое. Я думаю, что и врачам тоже можно ответить на этот вопрос. Да, наверное. Ну, я вот не поняла, с 1 июня, или с какого числа? Можно я отвечу? Да. Поскольку я с этим сталкиваюсь ежедневно. Значит, мы должны понять, что с момента начала эпидемии прошло 2 месяца. И подходы к лечению, к диагностике, те, которые были 2 месяца назад, сейчас, к счастью, немножко меняются, они становятся более определенными.
И когда тестирование 2 месяца назад было очень актуальным, и нам было важно выявить всех контактных, я с этим согласна. Но сейчас, согласно всем клиническим рекомендациям, любое проявление катаральных явлений, вообще любой вирус будет расцениваться как коронавирус. То есть это установка такая. Вам назначается лечение независимо от того, это коронавирус подтвержденный или это какая-то другая вирусная инфекция. Есть стандарты лечения, они прописаны во всех рекомендациях, и врач должен это назначить. То есть я хочу сказать, что проведение тестирования не является таким актуальным. Вы создаете огромную работу для поликлиник, нервозность, но больше всего, конечно, страдаете вы сами, уважаемые пациенты, потому что мы понимаем, что для нас важна симптоматика пациента, и не столько сейчас наличие этого вируса. Хотя я понимаю, что, допустим, многие учреждения не принимают переболевших больных без 2 отрицательных тестов. Но это, как говорится, я думаю, со временем этот вопрос тоже решится, и меньше будет у нас нервозности, хотя бы в решении этого вопроса. Да, спасибо большое. У нас на связи звонок из Беслана, тот самый, о котором мы говорили. Добрый вечер, мы вас слушаем. Фатима. Здравствуйте, Фатима, расскажите о своей истории. Да, что у вас приключилось с вашим домом? Ну, конечно, попрошу режиссеров сейчас видео запустить. Соболезную. Сывжарварын куди, на крышанын ердагыш хашта, сте фронтон тандар кирпичей амаду дышты, мавдондар дуарсыгайдар рак алдышты. Мир кудун жагон сарын мевшинима, дуарсы валоным, масардым бал Аштажраж мамардин, мабон навершканын, кадобону мамын бакушкану. Бужник. Фатима, сколько лет дому? Я не понимаю, почему такое разрушение очень сильное? Или место? Мир хазару сашсауина жонын, шинамней тамакадам даравадине жонын. Спасибо. Дело в том, что, может быть, до этого уже были какие-то там разрушения, трещины в стенах и так далее. Я сам не строитель, не могу досконально объяснить, почему это произошло. Но в любом случае необходимо просто обратиться в администрацию, и будут какие-то решения приниматься, конечно, однозначно. Вы обращались, Фатима, в администрацию? Да, они у нас были, посмотрели, все хорошо, но пока ничего. Но они обозначили, что им сейчас негде жить. Вам вообще предложили? Нам предложили какое-то место, где вы можете проживать временно? Нет, у нас еще времянка есть, но там протекло там в комнаты, и чтобы крышу накрыть, чтобы... Я поняла. Спасибо большое, Фатима. Держитесь и обязательно обращайтесь в администрацию. Я думаю, что вам поможет. Спасибо большое за звонок. Конечно, когда смотришь такие кадры, просто сердце кровью обливается, и жалко людей. Давайте вернемся к медицине и здравоохранению. Что с препаратами? Знаете, недавно у нас на сайте мы выдали интервью, где говорится о том, что поликлиники оснащены всеми препаратами, лекарства есть. И просто, вы знаете, вам надо просто почитать комментарии, кому выдали эти лекарства. Народ возмущается, все комментарии, их очень много, что никому не выдают. Я позволю себе не согласиться, ровно, наверное, как и мой коллега. Дело в том, что работа ведется на самом деле колоссальная. Помимо того, что пациенты сами обращаются через наш колл-центр, нам также передаются списки пациентов, которым по скорой помощи было проведено КТ легких, на котором выявлено наличие вирусной пневмонии. Соответственно, пациентов легкой и средней тяжести отписывают на амбулаторное лечение. Так вот, силами наших диспетчеров проходит выборка из этих списков адресно тех пациентов, которые относятся к нашему учреждению. Мы их обзваниваем, мы уточняем, был ли у них дежурный врач. То есть у нас проходит двойная проверка.
И на самом-то деле, помимо дежурных врачей, активно включилось в эту работу отделение неотложной медицинской помощи, которое есть в нашей поликлинике. Оно у нас переведено вообще на круглосуточный режим работы. В самый пик кризиса, когда пациентов и вызовов было очень много, было создано помимо дневных бригад еще и ночные Ну бригады. вот в 4-й поликлинике, по-моему, такая же история, да? Да. Тоже Конечно, круглосуточная да. То есть работа. у нас это 7 решение врачебных Минздрава, бригад, конечно, да. и одна фельдшерская в помощь врачебным. И вот эта фельдшерская бригада, она как раз-таки занимается адресной доставкой медикаментов. Только за вчерашний день было отправлено по головному учреждению 57 комплектов для пациентов. Это без филиалов. То есть, давайте еще раз, алгоритм действий, да? Алгоритм действий Вам такой. звонят и говорят, я хочу вызвать женщину. Вызов врача. Вызвать Приходит врача. Она доктор. пока приходит, должна посмотреть, Она выписать. осматривает на следующий день, приезжают, берут мазки, берут клинические анализы крови. Не знаю, И, сейчас и приезжают и в берут этот же анализ. день привозят комплект медикаментов, который доктор посчитает необходимым конкретно для данной категории привозит? пациентов. Что это за Наша бригада? фельдшерская бригада Вот отдельная неотложной бригада? медицинской помощи. Да. Это 1-я поликлиника, в 4-й Значит, в нашей поликлинике. поликлинике доставка равна как и осмотром пациентов, потому что я считаю абсолютно, мне кажется, я права, потому что препарат должен получать пациент в том случае, если их назначает лечащий врач. Не только что советую ему сосед, родственница, может быть, даже более профессиональный консультант какой-то, а врач, который берет на себя ответственность по лечению этого пациента. Поэтому у нас осмотрами пациентов на дому сейчас занимаются 4 терапевтические бригады. Это 2 бригады неотложной помощи, которые работают и днем, 1 бригада, 2-я бригада работает с 8 вечера до 8 утра. То есть одновременно 6 бригад выезжают к пациентам для осмотра и, соответственно, с выдачей препаратов. Значит, каждый врач берет с собой перечень препаратов и уже по необходимости, я хочу еще раз подчеркнуть, по необходимости оставляет пациенту те препараты, которые нужны для дальнейшего лечения. Не все пациенты начинают лечение сегодня или вчера. Некоторые лечатся уже больше 2 недель. И те антибиотики, которые, допустим, вот сейчас врач мог бы ему дать, ему уже не нужны. Он может быть в стадии реабилитации. То есть ему нужна просто восстановительная терапия, эти антибиотики ему не нужны. Но, может быть, по принципу хоть... Но есть вот Хоть отдельная что-то история, отличие да. в поликлинике. Еще бывает, что обращаются к своим знакомым врачам, выписывается Да. лечение, потом звонят своему терапевту. Терапевт, естественно, не назначал такие назначает. препараты, И- но он соглашается с этим списком. Да, вот он согласился, сказал, в принципе, хорошее лечение. Вот в этом случае могут дать препараты? Могут дать, да, если врач считает, что лечение нормально, в смысле соответствует состоянию тяжести пациента. Единственная оговорка, вот до последнего времени мы, и это нам было рекомендовано Минздравом, мы не назначали инъекционных препаратов. То есть в основном все препараты были таблетированы. Ну, правильно, кто будет делать правильно, уколы? потому что любой инъекционный препарат требует предварительно пробы. Это в домашних условиях делать крайне сложно. Поэтому мы в основном лечили именно таблетированными препаратами. Сейчас, когда вот мы ввели уже стационары на дому, у нас эта служба начинает работать, у нас уже есть возможность делать пациентам и внутривенные инъекции, и внутримышечные инъекции. А и столько уже... специалистов есть, чтобы они выезжали? Ну, мы сделали бригаду, врач, медсестра, водитель, который вот, ну, сколько осилит, столько она и пока и будет это делать. Пока подойдут другие врачи, которые уже, надеюсь, выздоровеют, и мы сможем создать еще одну бригаду по стационару на дому. Лекарства как доставляются? Значит, лекарства, еще раз говорю, доставляются 6 бригадами. Это 4 бригады терапевтические и 2 бригады неотложной помощи. То есть бригада выезжает на осмотры пациентов и берет с собой перечень медикаментов. Мы за последний месяц выдали около 3000, 2920 наименований медикаментов. Все препараты доставлены до пациента. Я вас уверяю, нас проверяют и страховые компании, люди, которые ведут за этим контроль, и мы по этому поводу все время отчитываемся. Я допускаю, что есть недовольные люди, которые не вовремя получили медикаменты, но я вам уже говорила об этом, я могу это оправдать только
чрезмерной нагрузкой своих коллег. Спасибо большое. Сейчас у нас реклама. После рекламы мы посмотрим сюжет о том, ну вот сколько сегодня, какая цена препаратов для больных. Внимание. Реклама, потом вернемся в студию. Это вечерняя смена, мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться до нас и задать свой вопрос. Давайте тогда посмотрим сюжет. Наши коллеги немножечко так вот по препаратам прошлись и о ценообразовании. Внимание на экран. 200 тысяч рублей. Именно столько в среднем затрачивается в больницах Москвы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Но сколько же составляют затраты на лекарства для амбулаторных больных, то есть тех, кто лечится дома? Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, все поликлиники обязаны обеспечить бесплатную поставку препаратов амбулаторным больным с признаками ОРВИ и внебольничных пневмоний. Каждый врач при себе имеет вот такую укладку препаратов, в состав которой входит все необходимое для лечения новой коронавирусной инфекции. Как мы видим здесь, противовоспалительные, иммуномодулирующие препараты, антибактериальные препараты, антикоагулянты, противовирусные, все необходимое, что нужно для лечения новой коронавирусной инфекции. Конечно, могу сказать, что не всегда в поликлинике бывают все необходимые препараты, но на данный момент мы получили новую поставку медикаментов, где есть все необходимое. Такая поставка препаратов существенно снизит расходы самих пациентов на лечение. Однако по-прежнему остаются и те, кто такую помощь от государства не получил. К примеру, Диана Музашвили болеет почти 3 недели вместе с сестрой. Признается, что все лекарства покупали на свои деньги. В основном мы все лекарства заказывали доставкой из разных аптек, потому что не везде были в наличии нужные нам лекарства, и они, в принципе, дорогие. На сегодняшний день мы уже потратили около 7 тысяч, и это пока не все. К примеру, витамины самые дешевые. С стоит от 20 рублей, а вот Д в среднем 520. Средняя стоимость антибиотиков варьируется от 100 до 500 рублей. Цена антикоагулянтов, применение которых обязательно при пневмонии, начинается от 2 и заканчивается 5000. Противовирусные препараты, используемые в начале болезни, то есть до установления точного диагноза, стоят в среднем 500 рублей. При этом нужно помнить, что одной упаковки препарата не всегда хватает до полного выздоровления, ведь течение болезни у всех проходит по-разному. Продолжительность заболевания новой коронавирусной инфекцией при легкой течении составляет от 7 до 14 дней. При тяжелом течении составляет от 4 до 5 недель. Нельзя не отметить тот факт, что тяжесть состояния пациента напрямую связана от хронических тяжелых заболеваний пациента. Огромная просьба не обращаться к знакомым, близким, друзьям, не узнавать у них, какими препаратами они лечились, что принимали, на чем основывалось у них лечение. Хочу сказать, что у каждого пациента, у каждого человека физиологические особенности организма абсолютно разные. Клиническая картина и клинические проявления данного заболевания у каждого пациента индивидуальны. Ну вот такая вот картина. Вы знаете, а вот с какого вообще периода выдаются уже препараты? Это же не с самого начала Нет, было? Приказ Министерства здравоохранения был от 15 апреля. С 20 апреля в нашем учреждении началась выдача адресно-медикаментов. 20 апреля? Да. Ну, в принципе, уже должны получать люди. Я не знаю, почему вот так вот. Ну, это, знаете, агрессии очень много в соцсетях. Пишут, что никому не дают эти лекарства. Ну, это, может быть, пишут и тот контингент, который переболел 2-3 недели назад. Конечно, тогда они покупали все за счет собственных средств. Давайте с вами уточним, что начало эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Осетии началось задолго до конца апреля. Поэтому неудивительно, что кто-то тратил свои средства. Спасибо большое. Мне подсказывают, что Залина Тогузова у нас на связи, зав. Отделением кардиологии клиники СОГМА. Добрый вечер, Залина. Как слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер, студия.
Вот информация прошла, что в больнице Согма отсутствует современный компьютерный томограф для диагностики COVID-19. Подтверждаете ее? Вы знаете, я не знаю, что имеется в виду прям под современным. Наш компьютерный томограф выполняет сейчас колоссальную нагрузку, выполнял и продолжает выполнять. Вы понимаете, техника медицинская меняется так быстро, что, конечно, успевать за всеми этими новшествами практически в государственном здравоохранении, но это очень сложно. Но, тем не менее, сразу вам скажу, что состояние нашего томографа совершенно стабильное, и функцию свою он выполняет. Сколько пациентов сегодня готова принять клиника? Ну вот смотрите, мы в листе ожидания находимся, да, для того, чтобы к нам поступали больные ковид. Мы до сих пор находимся в листе ожидания. Мы были готовы изначально принимать 100 пациентов. Сейчас мы разворачиваем дальше наши койки. Это будет 200 пациентов. Но сразу скажу, что с позавчерашнего вечера к нам поступила информация, что мы возобновляем режим работы нашей клиники в привычном режиме. Это значит, что мы осуществляем плановую госпитализацию в отделении кардиологии и в отделении ревматологии. И продолжаем экстренно дежурить в гинекологии, травматологии, неврологии и гинекологии, что очень важно. То есть это говорит о снижении, да, количества обращений? Ну, возможно, да, по республике отмечается некоторое снижение количества обращений в другие инфекционные стационары, и мы не должны забывать о том, что есть другие болезни, и когда все это закончится, у нас, конечно, могут ожидать такие очень сюрпризы, знаете, в кавычках, которые будут заключаться уже не в инфекционных болезнях, потому как эти больные никуда не деваются, они дома тяжелеют, и экстренную помощь тоже никто не отменял. То есть Бесланский центр, и мы продолжаем работать сейчас в экстренном режиме, в том числе вот в плане нековидных пациентов. Но хочу вам сказать сразу, что вот, ситуация такая же вот с экстренной помощью. Понимаете, наши врачи также подвержены вот этой агрессии ковидной, как и другие врачи в инфекционных госпиталях, потому что к нам привозят больных, и пока ты поймешь, там есть ковид или не ковид, ты уже успеваешь заразиться, потому что мы по протоколу мы находимся в защитных костюмах, но это не те защитные СИЗы, допустим, да, которые изначально предусмотрены в инфекционных госпиталях. Да, мы в защитных костюмах, но тем не менее вирусная нагрузка тоже может быть. И об этом тоже, конечно, вот в этом плане тем врачам, которые работают не в инфекционных госпиталях, тоже надо отдать, конечно, должное. На самом деле это так. Вот мы с вами как-то говорили в прошлых эфирах, повторюсь, в связи с режимом самоизоляции, не увеличилось ли количество обращений именно по сердечно-сосудистым заболеваниям? Потому что люди не дышат воздухом, сидят дома. Сейчас плохо мне слышно стало. Значит, количество обращений, конечно, оно увеличивается, но это количество обращений сейчас увеличивается в индивидуальном порядке. Больные отчасти боятся ложаться в госпиталя сейчас, даже в неинфекционные. То есть их можно понять, но чтобы больные тоже понимали, там, где есть неинфекционный госпиталь, тоже предпринимаются все меры защиты, в том числе и пациентов. На входе невозможно попасть в неинфекционную больницу, если ты не пройдешь термометрию неоднократную, если ты не пройдешь КТ-обследование органов грудной клетки, а именно речь идет о КТ-обследовании легких. То есть, чтобы попасть в неинфекционное отделение, нужно обязательно КТ? Обязательно. Что наша больница и делает? У нас всем пациентам, которые поступают в экстренном плановом порядке, всем проводится КТ легких. Это обязательно. Но тесты, наверное, здесь уже бессмысленно, да, брать? Не слышу. Тесты здесь уже и играют роль какую-то? Ну, понимаете, как тесты мы тоже, конечно, проводим мы тесты в условиях нашей больницы, но когда мы видим уже двустороннюю пневмонию, здесь, конечно, надо уже решать вопрос о профильной госпитализации. Спасибо большое, спасибо, что вышли на связь, были сегодня вместе с нами. Спасибо вам за работу, удачи. Здоровья всем. Спасибо. Примем звонок зрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос? Меня зовут Виктория. Вопрос у меня такой. Ни один из присутствующих на эфире докторов прямую не ответил на вопрос, почему доктора не приходят на вызов к пациенту. К одному в течение недели, к моим соседям в течение 3 дней. В лучшем случае иногда бывает телефонный звонок. Я хочу получить объяснение. Спасибо.
Да, ответили, что нагрузка очень большая. Ну, Нет, пожалуйста, нагрузка – прокомментируйте. это даже не то слово. То есть это, я говорила уже, кажется, об этом, что поскольку основная нагрузка сейчас ложится именно на терапевтическую службу, вы должны понимать, что из 28 терапевтов в нашей поликлинике в мае месяце в течение 2 недель работало 4. То есть все другие специалисты, которые могли работать и могли вести прием больных, все были задействованы. Значит, для пациентов, конечно, это непривычно к такому методу лечения, как дистанционное лечение. Для них это кажется неприемлемым. Они оскорбляются, когда им пытаешься объяснить, что да, вот сейчас мы вынуждены вам назначить Но вот дистанционное зритель говорит, лечение. что хотя бы позвонили бы несколько раз. Я могу допустить, что зритель прав, и действительно до них кто-то не позвонил. Но согласитесь и поверьте мне, что это все-таки единичные были случаи. Я вам могу сказать, вот по нагрузке на врачей, значит, если мы в обычное мирное время, допустим, количество вызовов, то есть выездов к пациентам составляло в среднем 50 вызовов на поликлинику, то вот и в апреле, и в мае это количество стабильно держалось на уровне 220, 250, 300 вызовов. Вы должны понимать, что при всем нашем желании мы не могли прийти к каждому пациенту. То есть это не потому, что мы сейчас себя оправдываем, это реалии нашей работы. И мы просим просто войти в положение. Да, вот коллега уже сказала, если так получилось, что дистанционное лечение вам не оказывает помощи, то есть вы не чувствуете свое улучшение состояния, перезвоните еще раз. Здесь знаете, какой момент? Дистанционно, да, это возможно, но когда человек кашляет, то есть здесь уже нужно определять, либо отправлять его на КТ, либо нет. А что он должен? Он должен послушать, наверное, не знаю. Знаете, послушать, вот опасность этого заболевания в том, что физикально мы не выслушиваем ничего. То есть это особенность этой пневмонии. Не слышно вот тех привычных для пневмонии хрипов, при этой пневмонии не бывает. Поэтому самым главным, грозным симптомом, на который врач в первую очередь обращает внимание, это не снижение температуры более недели и одышка. Вот при этих ситуациях к вам доктор приедет незамедлительно, потому что мы обязаны вам проверить сатурацию. И уже при определенных показателях, если сатурация ниже 92%, вас обязательно госпитализируют, уж в крайнем случае вам окажут помощь Но необходимую. по поводу одышки говорили, что если вдруг одышка, это уже вообще скорая помощь. То есть вот это я об называется этом и скорая говорю, помощь. да. А вот когда должен терапевт приходить, вот этот момент немножечко как-то вот он я думаю, вопрос наладится, потому что я уже сказала, что, во-первых, к счастью, уже и заболевших меньше, и наши коллеги возвращаются в строй, и я думаю, что вот уже и эту неделю я могу сказать, что практически нет вызовов, к которым мы не выезжаем. То есть нет таких заболевших, к которым не приезжают врачи. Дистанционно сейчас практически уже не обслуживается, или, может быть, единицы. Спасибо. В основном все пациенты посещаются. Спасибо. Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Добрый вечер. Как слышите нас? Алло. Отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора или совсем уберите звук, мы вас слушаем. Алло? Слушаем, говорите. Алло? Здравствуйте. Знаете, я хочу поблагодарить врачей. Я болела, меня привезли тяжелую в КБСП, терапевтическое отделение, чистая терапия. Я волнуюсь за меня, извините, пожалуйста. Не волнуйтесь, мы вас слушаем. У меня была 81. И вот там все врачи, все медсестры так к нам относились, как будто мы их мамы. И я хочу Альбину Умаровну Догузову, по-моему, я правильно ее назвала. Хочу ее поблагодарить за ее чуткость, за профессионализм и в ее лице всех врачей, медсестер, санитарок. У нас 2-3 раза делали каждый день важную уборку. В общем, я очень благодарна. Меня вылечили. Я сейчас среди своих детей и внуков нахожусь. И, в общем, у меня все хорошо. Чувствуете себя как? Хорошо я себя чувствую. Меня хорошо полечили, вылечили.
Слава Богу. Спасибо вам большое за звонок. Но есть, видите, положительные такие звонки тоже. Да, вот по поводу КТ тоже. Очень много споров, очень много вопросов. Люди, как только какую-то симптоматику ощущают, они сразу хотят сделать КТ. Насколько это правильно или неправильно? Ну, скажем так, что любой метод исследования должен назначаться только доктором. КТ – это не тот метод исследования, который пациент пожелал и должен сделать это по собственному желанию. Но поликлиника дает направление. Поликлиника, безусловно, дает направление на КТ той категории лиц, которые, как уже было оговорено, лихорадят более 3 дней, у которых нарастают признаки дыхательной недостаточности. Это прежде всего пациенты из группы риска, старше 65 лет, пациенты с сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Вот. Также пациенты с хроническими бронхолегочными заболеваниями. Вот пациенты из этой группы, они, безусловно, все подлежат обследованию. Вы знаете, очень ведь частые ситуации, когда вообще вирус – это такая быстротечная такая ситуация, когда буквально пневмония, она за 3 месяца, уже за 3 дня может быть 50% поражения легких. Поэтому человек, естественно, напуган, и ему хочется сразу сделать КТ. Температура, если температура держится 37,4, да, не выше, держится около 3-5 дней. Вот здесь, в этом случае, КТ нужно делать? Если у пациента есть одышка, появляется одышки кашель, нет, то нужно сделать КТ. Не нужно делать? Нужно сделать КТ, если субфибрилитет более 5 дней. То есть, если температура держится, направление поликлиника может дать на КТ? Да, и поликлиника дает эти направления на КТ. На плановое исследование, да, конечно. У нас более 80 направлений было выдано за апрель и май вот этого года на плановое обследование пациентов. На плановое, еще раз подчеркиваю. Если выдается направление, да, на плановое, это значит, через какое время можно сделать? Ну, когда еще в апреле месяце наши направления шли день в день. То есть тогда скорая помощь и больницы несли основную нагрузку по КТ-обследованию, и наши пациенты шли день в день. Сейчас это до 10 дней. Да, не знаю, не опасно ли вот эти 10 дней? Ну, опять-таки, нет, пациент не останется без обследования, потому что если состояние пациента ухудшается, поверьте мне, конечно, тогда скорая помощь обязательно довезет его до стационара, и он будет обследован в тот же день. А мы чаще всего все-таки имеем этот случай, когда это плановое обследование, когда идет контроль состояния пациента. Ну и, разумеется, есть и первичное тоже. Вообще, как сегодня с режимом самоизоляции? Как скажут врачи, вот вы как специалисты, наверняка наблюдаете на улицах, да, вот ваше личное мнение? Мое личное мнение, что из рук вон плохо. Дела самоизоляции обстоят. И даже тот факт, что ежедневно получают наши жители информацию о том, что эпидемия идет на спад, количество заразившихся меньше. Это расслабляет немножечко. Это их расслабляет. Безусловно, это их расслабляет. Пренебрегают средствами индивидуальной защиты, не соблюдают респираторного этикета. И вот, пользуясь моментом, хотелось бы обратиться ко всем жителям республики. Пожалуйста, продумывайте заранее все ваши выходы, насколько они обоснованы. Планируйте их так, чтобы одномоментно вы могли сделать все свои важные дела и при этом с нанесением меньшего вреда для своего здоровья. Старайтесь избегать места массового скопления людей и без лишней необходимости на то, даже просто в амбулаторное звено обращаться не стоит, потому что рядом с вами может оказаться температурящий пациент, рядом с вами может оказаться пациент, скажем так, с бессимптомной формой новой коронавирусной инфекции, и от этого никто не застрахован. Поэтому нужно продолжать соблюдать меры респираторного этикета и пользоваться средствами защиты. В магазинах как сегодня обстоят дела? Дело в том, что вот, вы знаете, в любой момент, в любой день ты заходишь в магазин и обязательно что-то встретишь. Либо без маски продавец, либо понятно, что посетители очень часто бывают без масок. Сегодня вообще увидела, что стоит консультант, и вот она упаковывает там еду без маски, маска вот здесь на подбородке, что-то разговаривает, извините, но когда разговаривает, это и вот
воздушно-капельным, Да, это да. все в продукты может идти. Тоже вот за этим как контроль усилили или нет? Что сегодня? Ну, контроль, да, мы по-прежнему проводим. Ежедневно у нас и рейды проводятся и по предприятиям торговли пищевыми продуктами, и по транспорту общественному. Вот на прошлом эфире у нас был звонок. Если помните, женщина жаловалась на маршрутное такси. Да-да-да. Потом она перезвонила мне на работу, тоже в кабинет, назвала мне эти маршруты. И на следующий день наши специалисты совместно с сотрудниками ГИБДД выехали по этим маршрутам. И да, были выявлены такие случаи, где водители нарушали масочный режим. И по результатам этих проверок составили протоколы на этих водителей. И повторно также будем проводить проверки. Но если будут такие нарушения систематические, то мы даже можем вынести приостановление деятельности этого водителя или организации вот этой маршрутной. Да, спасибо большое. Вот 1 июля у нас голосование, поправки, Конституции. Как все будет проходить? Да, это сейчас каком тоже режиме? да, актуальный вопрос. Вот сегодня состоялось совещание в правительстве, где обсуждались эти вопросы. В этой связи Роспотребнадзором разработаны рекомендации для работы избирательных комиссий, избирательных участков. Эти рекомендации согласованы с Центризбиркомом. То есть вот с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и сохраняющихся рисков распространения этой инфекции, рекомендовано организовать эти избирательные участки на открытом воздухе. То есть там, где вот обычно у нас были избирательные участки, ну, в основном это образовательные учреждения и другие. Школы, да? Да, школы. Там, дворцы культуры и другие. То есть сейчас рекомендовано организовать около этих учреждений на открытом воздухе, то есть это будут навесы или там какие-то палатки. Они должны проветриваться. Естественно, перед входом на избирательный участок будет проводиться обязательная термометрия всем участникам голосования. В случае, если будут выявлены лица с повышенной температурой, для них предусмотрены отдельные места для голосования, то есть их будут провожать туда. Обязательное соблюдение масочного режима, перчатки. То есть все участники голосования должны прийти на участок в маске, в перчатках, пройти термометрию. Ну, также рекомендуется с собой взять свою ручку, да, чтобы тоже не подвергать Все индивидуально себя. и социальную Да, дистанцию да, выдерживать. все индивидуальное, да, дистанция. Также в рекомендациях значится обследование всех сотрудников избирательных комиссий на коронавирусную инфекцию перед началом работы. Во время работы этих участков будут, во-первых, перед началом будет проведена дезинфекционная обработка. Во время работы каждый час влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Ну, если с собой не будут там письменные принадлежности какие-то и будут пользоваться теми, которые есть на участке, тоже их обрабатывать. Да, тоже после этого они подвергаются дезинфекционной обработке. Кабины для голосования без, то есть они будут тоже открытыми, никаких занавесок. При посещении избирательного участка человек, который будет голосовать, естественно, с документом приходит. Документ свой нельзя передавать сотруднику комиссии, то есть вы берете его, сами открываете, все показываете и обратно. Чтобы тоже контакта не было, да? да? Да. То есть, да, максимально избежать контактов между участниками голосования, сотрудниками избирательной комиссии и так далее. И, кстати, еще отдельно хотелось бы сказать о лицах, которые у нас находятся на амбулаторном лечении дома или на изоляции под медицинским наблюдением. Для них предусмотрены выездные бригады, то есть они тоже могут заранее обратиться в избирательную комиссию, что они хотят участвовать в голосовании. К ним приезжают на дом. К ним приезжают на дом. Тоже эта выездная бригада обеспечивается средствами индивидуальной защиты, ДЭС-средствами. Они не заходят в квартиру, передают, у них будут специальные одноразовые пакеты с принадлежностями, передают их, вы проголосуете, обратно отдаете и уезжает бригада. Спасибо, все ясно, все понятно. Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос и представьтесь нам, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Валерий. Я звоню со станицы Змейской.
Вот у кого стоят стенты на сосудах сердца, это опасно для них, это заболевание? Еще раз повторите, не расслышали вопрос. Вот я со Змейска звоню, меня зовут Валерий. Вот такие, как у меня, стоят сердца. Это опасно для заболевания коронавирусом? Очень плохо слышно. У пациента стоит Вот я за Змейска звоню, проведено меня зовут стентирование Валерий. коронарных артерий, и У хочет меня поинтересоваться, опасна ли для него коронавирусная инфекция. Стенд. Все, понятно, Это спасибо. заболевание опасно для этого? Ну, нет, это, наверное, Врачу, На да. самом деле мировая статистика говорит о том, что в тяжелой форме могут болеть не только пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и совершенно здоровые лица без какой-то хронической соматической патологии в анамнезе. К сожалению, вот такая статистика, и мы ничего не можем с ней сделать, но мы можем как-то оградить нашу группу риска, а это такие пациенты, в частности, как вот наша пациент со станицы Змейской, да, и им необходимо в большей степени, чем кому бы то ни было, соблюдать как раз-таки те протоколы и рекомендации, которые дает Роспотребнадзор по выходу из дома, по возвращению домой, по проживанию в группе риска с пациентами вот такими. И я думаю, при первых же симптомах сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью и не заниматься дома самолечением. Спасибо большое. Не в том, что у него стенд, и он именно поэтому в группе риска, а то заболевание, которое вызвало необходимость постановки этого стента. Там атеросклероз. Спасибо большое. Давайте еще, у нас есть активные уже ближе к концу программы наши зрители. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьтесь нам, пожалуйста, какой у вас вопрос? Добрый день, меня зовут Диана. Я хотела бы поблагодарить всю систему здравоохранения, поблагодарить скорую помощь, они очень быстро приехали, очень отреагировали хорошо, ЦКБ там тоже очень внимательно отнеслись, положили бабулю. Потом вот далее мы позвонили, мы относимся к первой поликлинике города Владикавказ, очень внимательно тоже, сразу же выехали, взяли анализы, привезли в тот же день лекарства. Розалию Львовну отдельно очень хочу поблагодарить, очень внимательно у нас сестра, она выписала лечение отдельно и очень внимательно, и все как нужно было. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Вот по поводу анализов отдельно, да, как сегодня могут больные сдавать анализы, потому что вот есть ситуация одна, есть история. Больной человек, он лежит уже неделю, хочет сдать анализы, ему говорят, что не выезжают врачи, не берут пока анализы, да, на дому. Нет, я уже говорила, что это неправда, потому что выезжают, особенно к температурящим больным, на дом ежедневно. Если не выезжают, к кому обращаться? Куда? Можно обратиться лично ко мне, мой телефон выставлен на сайте, но я могу еще раз повторить его. И мой рабочий телефон 25 78 65, я всегда вас выслушаю. Да, есть горячая линия поликлиники, она тоже есть на сайте, вы можете обратиться. То есть, если это температурящий больной, я еще раз повторяю, то ему не откажут в заборе крови и исследовании его. Другое дело, когда хроники и тоже хотят обследоваться, и тоже настаивают на том, что вот мне уже надо, я уже давно... Вот таких мы просим действительно немножко подождать. Нам надо немножко разгрузиться, нам надо немножко выйти из этой ситуации, потому что и лаборатория несет колоссальные нагрузки, и опять-таки медработники тоже. Там, где можно подождать, мы просим подождать, но это не касается температурящих больных. А вот по поводу лекарств, чтобы доставлять их до больных, не думали о том, чтобы привлечь к работе волонтеров, которые, в принципе, могут делать это четко, вовремя? Это мы думали как об этом. Выход, да? Какой-то выход как из выход, да. ситуации. Я знаю, что некоторые поликлиники этим пользуются, и я думаю, что, наверное, это стоит об этом подумать. Но мы почему-то вот просто приняли решение, что это будет правильнее, если это будет врач сам предоставлять пациенту необходимые препараты. Хотя, если, допустим, нагрузка будет большая, пациентов будет много, и у врача не будет возможности сразу всех обеспечить, я думаю, мы об этом подумаем. Да. У вас уже была консультация и с московскими специалистами. Да. Вот к чему пришли, какие рекомендации дали, на что вы обратили внимание?
особенно? Ну и беседа была очень интересной. Многие положения мы просто лишний раз убедились в том, что все-таки наша тактика была правильная. Но, откровенно говоря, это не тактика отдельно придуманная какой-то поликлиника. Все разработано, все в федеральных приказах очень четко обозначено. Да, но тем не менее были какие-то моменты из практических случаев, которые были для нас, как медиков, врачей, очень интересны. Мы к ним прислушались. Вот. А так вот, я думаю, была очень обоюдно интересная беседа у нас. Потому что были какие-то вопросы по амбулаторному ведению пациентов, выписанных из инфекционных госпиталей. К сожалению, не так все просто с данной инфекцией. Не всегда за те 14-10 дней, которые отводились раньше для лечения, у нас получается добиться полной стабилизации состояния. И на передний план зачастую выступают те еще коморбидные пациенты, которые имеют массу сопутствующих заболеваний. И, конечно, нам наши московские коллеги давали некоторые наработки по той простой причине, что они раньше нас столкнулись с этим, и у них уже есть свой опыт работы с такой категорией пациентов. Спасибо большое. Примем еще один звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем, какой у вас вопрос? Представьтесь. Меня выписали со стационара. Это Республиканской клинической больницы. Опять у меня есть 20% двухсторонней пневмонии. Я обратился к врачу, мне направили к врачу оттуда. То есть надо лечиться терапевту. Но там никакого лекарства не дали, у меня опять остался 20% пневмония. Просто аспирин и кардиомагнин не хватит, чтобы вот эта пневмония прошла у меня или нет, я не знаю. Никто мне ответ не дает. Ковид не подтвержден. Насколько я поняла, выписали с больницы. Вот нужно ли ему сейчас продолжать лечение? Пневмония вроде бы как осталась. Да, это то, о чем мы вчера говорили с нашими московскими коллегами, что вот при нынешних заболеваниях пневмонии вирусной достаточно напрасно ожидать быстрого КТ-динамики, улучшения именно по КТ у пациентов с средней тяжелой пневмонией и с тяжелой вирусной пневмонией. А сколько времени для этого нужно? По их данным, это более месяца, чтобы найти положительную динамику по КТ у пациентов со средней степенью тяжести пневмонии и до 2 месяцев у пациентов с тяжелой и средней тяжелой пневмонией. И в этой ситуации мы должны прежде всего ориентироваться на общее состояние пациента, на показатели его сатурации, на частоту дыхательных движений, на показатели гемодинамики и на то, как реагируют остальные функции жизнеобеспечения конкретно у данного пациента. Но терапевт должен вести его все это время, безусловно, все, что касается вопросов лечения, долечивания пациентов, должен вести только терапевт. Добавите что-то? Нет, я думаю, коллега все правильно сказала. Вот давайте вернемся к вопросу о самолечении в социальных сетях. Опять же таки, вы знаете, буквально вот заголовком пишут, там, друзья, кто переболел коронавирусом, напишите, чем вы лечились. Я вот сейчас буду оттуда прям выдернула несколько фраз, хочу, чтобы вы прокомментировали. Так. Какие симптомы, как лечились? Пишут, нужно всем пить аспирин. По последним данным, умирают от тромбозов. Ну, что касается тромботических осложнений, это действительно, это имеет место быть. В процентном отношении это где-то около 10% больных, перенесших пневмонии, могут давать такие осложнения. В стандарты лечения эти препараты, антикоагулянты, они входят уже в обязательном порядке. Аспирин, ну там места нет, прямо могу сказать. Да, есть специальные препараты, которые, кстати, мы сейчас активно выдаем пациентам с первого дня лечения. Вот так что, пожалуйста, еще раз вас призываю все-таки прислушиваться советам врача. Не принимайте антибиотики, их лучше поменять на амоксиклав. Но это тоже антибиотик. Это тоже антибиотик, да, прокомментируйте, пожалуйста, потому что вы знаете, а люди читают, делают и все это повторяют, отменяют сами. Ну, это общеизвестная статистика, что каждый умеет, как надо лечить и как надо преподавать. Но что делать? Мы с этим живем уже много лет, поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, значит, что является обязательным для лечения пациента.
Все это очень хорошо знают терапевты в поликлиниках, потому что, да, сейчас основная нагрузка идет именно на терапевтов. Я не буду сейчас перечислять все препараты, потому что они понятны только для медицинских работников. Антибиотики, конечно, назначаются, если там есть вторичные осложнения. Вот. Но сейчас больше внимания уделяется немножко другой группе препаратов. Вот коллега знает об этом. Вот. Поэтому, пожалуйста, еще раз прислушивайтесь к тому, о чем вам говорят врачи. Не надо заниматься самолечением. Вы, наверное, знаете, очень много идет осложнений именно от неправильной антибиотикотерапии. У нас тенденция в последние годы, что каждый чих и каждый кашель небольшой уже начинаем забивать антибиотики. Это не настолько безвредный препарат, и во всем мире эти препараты выдаются строго по рецептам. А у нас это все можно приобрести в любой аптеке, в зависимости от возможностей материального человека, какие только антибиотики не употребляются не по назначению. И вот имеем то, что имеем. Да. Еще такой совет дают. КТ нужно делать в первый же день, обязательно. Если у больного в первый день высокая температура, то что значит в первый день? В первый день обращения или в первый день заболевания? Заболевание. Ну, что мы увидим в первый день заболевания? Ничего. Ничего, да, потому что сегодня он сделает КТ, там будет все нормально. Расслабиться. Процент поражения минимальный, а через 2-3 дня там может быть картина совершенно другая. Спасибо большое. Еще, значит, пишут, могу скинуть схему лечения своей знакомой, ну и это понятно, но и дыхательная гимнастика. Ее в больнице этим лечат. Вот о дыхательной гимнастике очень часто многие говорят. Возможно, ее нужно и как-то вот для профилактики, может быть, тоже проводить. Ну, не даете таких назначений? Нет, вообще это общепринятое положение, что в остром периоде дыхательную гимнастику назначают, но только специалисты, которые действительно этим владеют. А так вот просто так не назначается. Но в восстановительном периоде очень широко применяются, их надо делать. Мы сегодня, кстати, именно задавали московскому коллеге, пульмонологу этот вопрос. Он сказал, да, конечно, это обязательно надо делать после выписки пациента из стационара на амбулаторном этапе лечения. Почему и нет? Лишь бы это лечение было правильным, а не то, которое, допустим, советуют ближние. Вот эту дыхательную гимнастику, наверное, можно в интернете в свободном доступе. Масса методик, но надо выбирать правильно. Да. Спасибо большое. Вот я еще хочу сказать о том, что действует номер горячей линии. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете звонить по номеру звездочка 0015. Это короткий номер для звонка с мобильного телефона. Единый сервис для помощи жителям республики. Можете звонить и сообщать о своей проблеме. Еще хочу сказать, что участились случаи мошенничества. В одну из организаций, вот сегодня такая история, позвонили, представились сотрудникам Роспотребнадзора, сказали, что выезжают на проверку в эту организацию. Что-то слышали уже? Да, уже слышали, да, и знакомые мои звонили, и еще кто-то, я знаю, да, говорят, что предполагается проверка Роспотребнадзора, и причем вам нужно номер, приобрести... он совпадает с официальным номером. Да. Да, вот это удивительно. Потом, значит, делают следующий какой-то звонок, бывает, следом звонят и говорят, мы можем не приехать, но за определенную там сумму вы можете перечислить вот такую сумму или сделать подарок. Ну, еще бывает, что предлагают, да, какие-то нормативные документы, но тоже приобрести их за определенную плату. Но я хочу обратиться еще раз к жителям нашей республики. Роспотребнадзор проводит проверки только по официальным документам, по распоряжениям. На сегодняшний день все плановые и внеплановые проверки отменены. То есть мы такие проверки не проводим, только рейдовые проверки вот по соблюдению требований. Но нашего, вы, прежде чем выехать, вы предупреждаете, звоните или как это вот все? Ну, то, что касается плановых проверок по закону, мы должны за 3 дня до проведения проверки и любым способом уведомить об этом. Официально вручается распоряжение о проведении проверки, подписанное руководителем управления. При проведении проверки специалист предъявляет это распоряжение, служебное удостоверение,
И еще хотелось бы обратиться, что Управление Роспотребнадзора не распространяет никакие документы, тем более на какой-то платной основе. То есть это мошенники, которые, да, пользуются вот этой ситуацией. Ну, вы знаете, как это звучит? Это не то, что на платной основе, но мы можем не приехать, но вы нам перечислите какую-то сумму денег на нашу карту, и мы не приедем, у вас будет все хорошо. Ну, вот в данном случае я рекомендую обращаться уже в правоохранительные органы. Да, и можно, опять же таки, вот звездочка 0015, тоже можно позвонить и обратиться со своей проблемой. Ну, или к нам позвонить, в крайнем случае, да, мы тогда уже выясним, кто это. Спасибо большое. Наш эфир подошел к своему завершению. Я бы хотела, чтобы каждый из вас как-то высказался и вот какие-то напутственные от врачей, в первую очередь, нашим телезрителям. Ну, как доктор и как человек, и мать, я вам всем желаю здоровья. Пусть эта эпидемия быстрее закончится, уйдет этот кошмар, и мы все с вами вернемся к нормальной жизни. Спасибо. Соглашусь с коллегой. Всем, безусловно, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. И те пациенты, которым мы по той или иной причине не оказали своевременно помощь, не посетили на дому, пожалуйста, обратитесь повторно в наш колл-центр, и мы обязательно к вам приедем и поможем. Спасибо. Номер, тогда давайте номер 53 20 56, 53 20 54. Эти телефоны работают круглосуточно. Номер нашей неотложной помощи 94 32 23. Сюда можно делать вызова напрямую от пациентов. Также и скорая помощь передает вызова на нашу неотложную помощь. Спасибо. Казбек Русланович, ну вот от вас хочется, да, какие-то напутствия. И что вот в ближайшее будущее, да, как план работы ваш? План работы у нас всегда один и тот же. Дай Бог, чтобы как можно меньше было выездов у нас, потому что как бы в основном наши выезда связаны с приходящей бедой к людям. Дай Бог, чтобы этой беды было как можно меньше. Ну и, конечно, вот как врачи сказали, самое главное здоровье. И, конечно же, всем терпения. Все-таки я думаю, что все мы вместе сообща справимся с любой бедой. Согласна. Спасибо. Мне тоже обратиться, да. Ну, я хотела бы еще раз обратиться к гражданам нашей республики, что вот на сегодняшний день все, что от нас требуется с вами, это соблюдать масочный режим, режим изоляции. И чем тщательнее мы будем его соблюдать, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации. Да, продолжать и пока, к сожалению, не расслабляться. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, поделились своим опытом, своими советами. Спасибо вам большое. Общаясь с коллегами, друзьями, я прихожу к мысли, что пандемия, заставившая нас надеть маски, на самом деле срывает их. Пожалуй, это единственное, что может быть позитивным в данной ситуации. Мы можем увидеть истинное лицо другого. Эта ситуация рано или поздно закончится. Мы сделаем выводы и будем жить дальше, каждый со своей совестью. Всего вам доброго. До встречи.